Крайние огурцы, нарезаются правильно огурцы. Ну вот опять началось, Серега там начал опять комментировать. Ну, не поплачешь, не покушаешь. Банка треснула, друзья. Сейчас, Кир? Сейчас мы тоже еще есть. До сих пор считает, что я виноват, что разбилась банка. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне, наконец-то. И я начинаю, солить огурцы. И Сережа сидит и Здравствуйте, здравствуйте, друзья, товарищи. Может кто-то рад моему комментарию, может кто-то скажет, ну вот опять началось, Серега там начал опять комментировать, но вы не поверите. Первый раз меня наконец-то сейчас допустила до кухни Маша и солит огурцы. Ну, она уже солила эти огурцы так-то уже. И вот остатки у нас вот есть немножечко вон остались. Это уже все. Крайние огурцы. Думаю, да, крайние ведь, давай. Да. Ты ведь с парника убрала, да? Да. Да, крайние огурцы. И немножечко я покажу, что она... Не спеши, пожалуйста. Сейчас мы расскажем, что и как Маша расскажет. Ну, давай, Маша, рассказывай, что и как будешь класть. Куда и сколько. Значит, у меня литровая банка. И буду засаливать литровую банку. Большие банки не засаливаем. Так что у нас эти 3-литровые банки у нас они не съедаем сразу, конечно, это. Вот. Значит, берем лавровый лист, я туда положила. Зонтик укропа. Ну, у меня маленькие, да, по 2 штучки. Ну вот покажи на камеру, вон я вижу на блюдечке. Здесь маленькие у меня, да. Вот, значит, и перец, горошек по 9 штук в баночку, в литровую баночку. И потом буду резать еще лук. Лук положу туда. И знаете, такой способ очень понравился, Маша. Значит, банки я только вымыла, не стерилизовала банки. Стерилизацию буду уже после, уже как все полностью наполню банки огурцами и налью туда маринад. И уже буду стерилизовать уже банками полностью. Просто вымыла банки и все. Ну, как моют. Сода. Я содой мыла. Горячая вода, сода. Ну, и вон, смотрите, на каждое донышко баночки Маша кладет лук. Еще добавлю. Ну, немало получается, вот, ну, баночка лука, да? Да. Этот рецепт мне дала моя двоюродная сестра Галина Егоровна. Я у нее вот таки, как она вот делала, попробовала огурцы, мне очень понравились, хрустящие такие, сладко-соленые такие, я такие люблю. Вот, и как она посоветовала, очень быстро делается. Вот, воду, значит, уже положила я греть. Да, у нас там греется. И для стерилизации тоже уже воду сразу же поставила. Ну, примерно вот я смотрел, да, вот где-то на литровую баночку чуть-чуть больше пол луковицы Маша положила. Если брать, рассчитывать от средней луковицы. Зонтик укропа, 10, примерно 9-10 горошин черного перца и луковицу. Ну и самое главное, мне, знаете, что понравилось в этом рецепте? Как нарезаются правильно огурцы. Маша глаза слезятся. Ну, не поплачешь, не покушаешь. Как нарезаются огурцы? Вот сейчас попозже покажем. Все. Ой, да. Не колечками, а такими полосками длинными.
Ну, естественно, огурцы намочили заранее уже. Где-то уже, наверное, днем намочили. Вот. И вот смотрите, как Маша режет длинными полосками. И вот, наверное, видите, вот литровая банка, и видите, наверное, лука сколько там. Ну, примерно вот на дне. И так засовывает. Так вот увидела у сестры, как она вот сделала. Попробовала. У нее вот эти огурцы хрустящие, такие вкусные. Мне очень понравилось. Вот и решила сделать, как она сделала. Также режу. Но у нас уже в подвале есть, Маша, такой засолкой ты же делала. Вот, ну, да. сегодня и вечером попробуем уже Да. эти огурцы. Да, которые раньше делали, сегодня это самое. Вот они же, вот эти еще не успеют просолиться сегодня за час-то, конечно. А вот те, которые раньше делали, сегодня откроем, посмотрим. О, смотрите как. Ну-ка, поближе, Маша, я покажу. Не, где бумажки нету. Вот примерно столько лука. И как вот. Я думаю, вот такой способ очень хорошо засаливаются огурчики. Ароматом огурцами пахнет, друзья. Реальными огурцами. Это не магазинные огурцы, а реально пахнет вкусными огурцами. Плотненько так Маша набивает баночку. Прям плотно-плотно. Другим концом. Ну и сюда добавляю. Думала, что не понадобится. Я сразу сказал, что эта самая баночка пригодится третья. Даже может и литровая нужна была бы. Ну, взяли уже 700 граммовую, так что потом. Вот так. Литр воды. И сейчас Маша будет делать маринад, и что туда будет класть, она расскажет. Расскажет, покажет. Значит, 4 столовые ложки сахара. И столовую ложку соли. Так, вода закипает. Пусть закипает. Добавляю уксус, столовую ложку. Закипела. Заливаю банки. И закрываю крышкой.
У нас крышки винтовые. А я не знаю, можно пользоваться или нет этими закаточными, это точно не знаю. Так, потом кладу, значит, стерилизоваться. Вон там большая кастрюля у нас. Я уже туда, друзья, подложить не буду. Там вода. Вода кипит. На донышко Маша ложит из нетканки такое полотенце, чтобы баночки не треснули. И наши вот эти друзья-товарищи сейчас туда парятся. Крышки не полностью, ну, не плотно закрыты, просто немножко раз поставили и чуть-чуть такой раз сделали оборотик, но не сильно затянули. Все. Банка треснула, друзья. То на камеру надо вытащить, но опасно. Так, друзья, слышали, наверное, звук? У нас авария чуть-чуть. Вот эта крайняя маленькая баночка, видите, дно, сейчас она в перевернутом состоянии, дно треснуло. Нам пришлось убрать там кастрюлю, заново надо скипятить. Вот эти банки пока вытащили. Стерилизовать. Потом уже будем заново стерилизовать. Вот это нужно переложить вон ту баночку чистенькую. Немножко чуть время оттянется и все. Вот такое возможно быть, что возможно такое случается. Что потом все, как говорится, все не рассчитаешь. Ну, треснуло, что потом поделать. Хотя тот раз солили, и сколько раз уже солили, и ничего такого не было, что банка треснула. Вода для стерилизации, так как туда вышел рассол, мы вылили обратно, потом новую воду закипели, обратно уже по новой эти банки кладем. И вот та, что с треснутой банку, все сюда переложили в том же порядке, и огурцы, и лук. Лук заново порезали, правда, и укроп заново положили. И вот там новый рассол закипел, ну, маринад вернее. И сейчас вот это зальем сюда. Дубль номер 2 рассола. Ну, маринад вернее. Маринад вкусный. Хоп. Вроде все нормально. Ну, на 15 минут. Пусть стерилизуется. Прошло 15 минут. Ну и банки я вытаскиваю. И сразу крышку закручиваю. На горячую банку сразу Маша закрутила. Ой-ой-ой. Осторожно. Вот эта банка заместо того, которая треснула. Ну вот все. Закрутила. Ну что, вот все, готово. Не без происшествий. Маша меня ругает. Ты уже не считаешь так, что я виноват, что разбилась банка и что? А? Ничего не скажу. До сих пор считает, что я виноват, что разбилась банка. Но вы, надеюсь, друзья, меня поддержите, что это не так. Все. Вот такие
баночки у нас получились, скляночки от Марии Олеговны. Но эти банки я сейчас убираю, а потом будем пробовать с картошкой, что раньше делала, так же делала. Это попробуем. Как Так у нас, Таким же способом, который делали. да, как что получилось, вот и попробуем. И еще вопрос такой, теплым одеялом будешь укутывать или нет? Потому что, Просто накрою, да и все, ну, сверху. теплым одеялом. Ну не теплым, но Но все равно да, укутаешь, да? да. Вот этот момент еще хотел уточнить. Вот так. Но это для примера мы показали маленькую дольку только части. Потому что он там, если будете кто делать в таких пропорциях, просто умножайте, вот, например, на литр воды столько-то мы ложили уксуса и сахара и 4 ложки соли, да? сахара, 4 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли и уксус столовая ложка. Это все на литр воды. Да. Немножко лаврового листика и горошка. Вот это все на литр воды. А дальше уже дополняйте по пропорции. 2 литра на 2, значит умножаете, давайте. 3 литра на 3. И еще больше там, кто как. Многие ведь солят и по Но 100 это банок. получается сладковатые огурцы, потому что там же вон сколько сахарного песку получается. Я думаю, что попробуют. Вот так можно же сделать, попробовать, да? Баночки 3 всего, да? Или 2 банки. И думаю, этот маринад и вам, друзья, понравится. А мы сейчас будем пробовать показывать с картошкой прежнюю консервацию. Все. Вот такая картошечка, друзья, у нас горячая. Сейчас маслицем польем, укропом немножко приправим укропчика. Так. А теперь, друзья, самое главное, вот такая же банка, таким же способом консервировали, только у нас закаточная крышка была. Так. Вот так же порезаны, такой же маринад, точности, прям в один в один. И сейчас будем пробовать. Сколько уже? Где-то, наверное, этой банке уже сколько? Наверное, недели 3, да? Да, недели 3 где-то. Сейчас. Экспертиза так попробует. Видите, вся вода чистенькая. Вот тоже, видите, стерилизовали в банке прямо так же. Все чистенько, ничего не замутнило. Сейчас я буду снимать Машу, как будет пробовать. Картошечка с маслом-то само собой, Маша, вкусная. Ты огурчик потом тоже посмотри. Я уже, друзья, сегодня в кадре не буду. Ну-ка. Ого, как хрустит. Вкусно? Угу. Там мурчик, да. Да. Маринованные огурцы получается, да? Домашний маринад такой. И, между прочим, мне понравился тем маринад, что он очень простой. Простой, быстро можно сделать. Всегда. Ну и вкусно Такой получается. сладковатый. Мне вот самый раз. Мне вот это нравится. Некоторым не нравятся сладкие. Некоторые соленые любят, чтобы соли побольше было. А это такой сладковатый. И очень вкусно и быстро делается. Простая деревенская еда. Картошка и соленые огурцы. Ну, есть там еще помидоры свежие еще. Ну, мы сейчас вот показываем огурцы, да, они уже, пока уже на стол не будем ставить эти помидоры. Короче говоря, Маша, советуешь такой рецепт приготовить? Вкусно, да ведь? Да, быстро, вкусно. Так что советую, попробуйте, сделайте, а потом оцените, скажете, как вам понравилось, не понравилось. Пропорции, может кто-то забыл, но очень простые, но я напишу в описании к видео, напишу. И что еще хочу сказать? Сезонные
работы на огороде закончились, но пока еще снег не выпал, нет, да там Маша занимается, довольно-таки много еще занимается так-то на улице, ну, во дворе. И потихоньку еще так, наверное, Маша начнем побольше снимать там на готовку на кухне. И тем более на стриме народ попросил, просим Машу. Вот. Ну, на этом, друзья, вот такие огурчики от Маши, так сказать. Заканчиваем этот фильм и говорим вам до свидания. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Приходите, смотрите, как мы будем сидеть на кухне и готовить. Ну, вернее, я буду сидеть, а Маша готовить. Всем пока-пока-пока. Сейчас, Кир? Сейчас мы тоже еще есть.